В архивах Министерства внутренних дел Кыргызстана хранится документ, который не должен был попасть в открытый доступ никогда. Экспертиза номер 184, проведенная 27 марта 2009 года, содержит заключение, которое разрушает всю официальную версию о трагической гибели Медета Садыркулова, и в этом документе, напечатанном на бланке с грифом «Для служебного пользования», судмедэксперт фиксирует факт, который невозможно объяснить случайностью в легких и трахее погибшего, полностью отсутствуют следы капоти и продуктов горения, что означает только одно: человек не дышал во время пожара, он был мертв еще до того, как автомобиль загорелся, и этот медицинский вывод, зафиксированный на пожелтевшей бумаге с синими печатями государственных учреждений, превращает несчастный случай в хладнокровное убийство с последующей инсценировкой. Кто приказал скрыть эту экспертизу от общественности на протяжении всех этих лет? Почему следователи игнорировали главную улику, которая должна была немедленно изменить квалификацию дела с дорожно-транспортного происшествия на преднамеренное убийство? И самое важное, сколько еще документов исчезло из этого дела, чтобы правда никогда не всплыла на поверхность, чтобы семья погибшего не получила ответов на вопросы, которые терзают их уже 15 лет. Медет Садыркулов не был обычным чиновником, которого можно забыть через неделю после похорон, потому что этот человек знал слишком много о том, как устроена власть в Кыргызстане, ведь сам был частью этой системы, на самом высоком уровне руководитель президентской администрации при Курманбеке Бакиеве, человек, который контролировал потоки информации, назначение на ключевые посты, распределение бюджетных средств, и представьте себе масштаб его влияния: каждое важное решение проходило через его кабинет. Каждый документ с грифом «секретно» оказывался на его столе, каждый телефонный звонок из регионов фиксировался его службой безопасности, но в начале 2009 года что-то пошло не так, и Садыркулов начал терять позиции в борьбе за влияние на президента, его оттесняли новые люди, более жесткие, более циничные, готовые на все ради сохранения власти клана Бакиевых. Бывшие соратники вспоминают, что в последние месяцы Медет стал замкнутым, осторожным в высказываниях, он перестал доверять даже тем, с кем работал годами. И эта перемена в поведении была настолько заметной, что его ближайшие помощники начали шептаться между собой, что случилось с руководителем. Почему человек, который всегда был в центре событий, вдруг начал вести себя как загнанный зверь, оглядывающийся через плечо даже в собственном кабинете? Что он узнал такого, что заставило его бояться собственной тени, что лишило сна, что превратило уверенного политика в параноика, проверяющего свой автомобиль на наличие взрывных устройств каждое утро? 24 марта 2009 года, около 9 часов вечера, черный внедорожник Lexus 600-570 выехал из Бишкека в сторону Иссык-Кульской области, и за рулем находился водитель Садыркулова, профессионал высочайшего класса, прошедший специальную подготовку по экстремальному вождению, человек, который возил первых лиц государства и никогда не допускал даже мелких нарушений, а на заднем сиденье располагались сам Медет и его помощник Сергей Слепченко, и официальная версия гласит, что автомобиль не справился с управлением на горном серпантине, вылетел с дороги, упал в ущелье и загорелся, в результате чего 3 человека погибли на месте. Но давайте посмотрим на детали, которые не вписываются в эту красивую картину несчастного случая, потому что, во-первых, погода в ту ночь была идеальной: ясное небо, сухая дорога, отличная видимость, температура воздуха около плюс 10 градусов, никакого гололёда, никакого тумана, никаких природных факторов, которые могли бы затруднить управление автомобилем. А во-вторых, техническая экспертиза автомобиля, проведенная позже, не выявила никаких неисправностей тормозной системы или рулевого управления, все механизмы работали исправно, жидкости были в норме, износ деталей соответствовал пробегу машины. Так что же произошло на самом деле на том участке дороги, который водитель Садыркулова проезжал десятки раз и знал наизусть каждый поворот? Почему опытный водитель на исправной машине в хорошую погоду вдруг теряет контроль над внедорожником весом более 2,5 тонн, оснащенным всеми современными системами безопасности, включая антиблокировочную систему тормозов
и систему курсовой устойчивости. А теперь вернемся к экспертизе номер 184, которая меняет все и разрушает официальную версию в пух и прах, потому что судебно-медицинский эксперт, исследовавший тело Медета Садыркулова, зафиксировал в протоколе факт, который невозможно интерпретировать двояко: отсутствие карбоксигемоглобина в крови и КПТ в дыхательных путях, и для тех, кто не знаком с медицинской терминологией, объясним простыми словами: когда человек находится в горящем автомобиле живым, он неизбежно вдыхает продукты горения: угарный газ, копоть, токсичные вещества от плавящегося пластика и обивки салона. И эти вещества попадают в легкие, трахею, бронхи, оседают на слизистых оболочках, всасываются в кровь, окрашивая ее в характерный вишнево-красный цвет. Карбоксигемоглобин — это соединение гемоглобина с угарным газом. Его наличие в крови однозначно указывает на то, что человек дышал во время пожара. Это стопроцентный маркер прижизненного нахождения в задымленном пространстве. И любой судмедэксперт скажет вам, что отсутствие этого соединения означает только одно: дыхание прекратилось до начала горения. Но в случае Садыркулова этого соединения не было обнаружено, КПТ в дыхательных путях тоже не было, слизистые оболочки носа и рта были чистыми, без следов термического воздействия, и медицинский вывод однозначен. Медет Садыркулов перестал дышать до того, как начался пожар, он был мертв, когда автомобиль загорелся, и кто-то убил его, а затем инсценировал дорожно-транспортное происшествие с возгоранием, чтобы скрыть следы преступления, уничтожить улики, замести следы. Но зачем нужна была такая сложная постановка? Почему не просто выстрел в голову или инсценировка самоубийства? Почему именно пожар, который привлекает внимание, требует участия спасателей, пожарных, следователей? Ответ кроется в политической ситуации, которая сложилась в Кыргызстане к весне 2009 года, когда президент Курманбек Бакиев, пришедший к власти на волне так называемой «тюльпановой революции» 2005 года, постепенно превращался в того самого диктатора, против которого сам же когда-то выступал, и его младший сын Максим Бакиев стремительно набирал влияние, захватывая контроль над ключевыми экономическими активами страны: таможней, топливным рынком, телекоммуникациями, строительными подрядами. И старая гвардия, те, кто помог Бакиеву прийти к власти, начала мешать новым планам семейного клана, потому что эти люди помнили обещания о демократии, о борьбе с коррупцией, о справедливости, и они видели, как все это превращается в фарс. Медет Садыркулов был одним из тех, кто знал слишком много о финансовых схемах, о коррупционных потоках, о том, куда уходят миллионы долларов из государственного бюджета, и более того, по информации из источников, близких к администрации президента, Садыркулов начал собирать досье на членов семьи Бакиева, возможно, как страховку на случай, если его попытаются убрать с политической арены, как гарантию безопасности, как последний козырь в рукаве. Эти документы, по слухам, содержали компромат о незаконных сделках, о связях с криминальными авторитетами, о счетах в зарубежных банках, о распределении откатов от государственных контрактов. И где сейчас находятся эти документы? Были ли они в автомобиле в ту роковую ночь? И не поэтому ли машину так тщательно сожгли, чтобы уничтожить не только тело, но и улики, не только человека, но и информацию, которую он собирал месяцами? Давайте посмотрим на экономическую сторону этой истории. Потому что деньги всегда оставляют след, даже когда пытаются его замести, и в 2008 году, за год до гибели Садыркулова, Кыргызстан получил от России кредит в размере $2 миллиардов на строительство Камбаратинской ГЭС, огромные деньги для маленькой страны с населением чуть более 5 миллионов человек, и вот парадокс: строительства так и не началось в полном объеме, а значительная часть средств просто исчезла в коррупционных схемах, растворилась в офшорных компаниях, осела на счетах людей, близких к власти. Медет Садыркулов, как руководитель президентской администрации, имел доступ к информации о распределении этих денег. Он знал, кто, сколько и за что получил. Он видел документы, которые никогда не должны были стать достоянием общественности. И для сравнения, средняя зарплата учителя в Кыргызстане в 2009 году составляла около 3000 сомов в месяц, это примерно $60.
Врачи получали немногим больше около $100, а инженеры и вовсе $50-70. А теперь представьте, что кто-то из окружения президента за один день мог получить комиссионные в размере нескольких миллионов долларов от одной сделки. Это зарплата учителя за 4000 лет работы. Или зарплата врача за 2500 лет. Вот такая арифметика власти в постсоветском Кыргызстане, где одни люди не могут купить лекарства для своих детей, а другие покупают виллы на Лазурном берегу и отправляют своих отпрысков учиться в Оксфорд. И Медет Садыркулов знал все цифры, все имена, все счета. Он был свидетелем этого грабежа, и, возможно, именно это знание стоило ему жизни. Но вернемся к той ночи 24 марта, потому что существует свидетельство, которое официальное следствие предпочло проигнорировать. И это свидетельство принадлежит местному жителю, пастуху по имени Талантбек, который пас овец неподалеку от места происшествия и рассказывал журналистам, что слышал не один, а 2 взрыва с интервалом примерно в 15 минут. Первый взрыв был глухим, как будто что-то взорвалось внутри автомобиля, возможно, граната или самодельное взрывное устройство, а второй был более мощным, когда загорелся бензобак, и машина превратилась в огненный шар. Талантбек утверждает, что между взрывами он видел, как от места аварии отъехал другой автомобиль, темный седан без номеров, который двигался без включенных фар, словно водитель знал дорогу наизусть и не хотел привлекать внимание. И когда пастух спустился к месту происшествия, «Лексус» уже полыхал так, что невозможно было подойти ближе, чем на 20 метров. Жар был такой силы, что плавился асфальт под машиной, а металл кузова светился красным. Он вызвал спасателей, но те приехали только через 40 минут слишком поздно, чтобы спасти кого-то или хотя бы зафиксировать важные улики, потому что за это время огонь уничтожил практически все, что могло бы рассказать правду о произошедшем. Почему следователи не допросили этого свидетеля должным образом, почему его показания не вошли в официальное дело, почему протокол допроса Талантбека занимает всего 1 страницу, где зафиксированы только общие фразы типа «видел горящую машину» и «вызвал помощь». И самое странное, почему через неделю после происшествия Талантбек внезапно уехал из своего села к родственникам в Казахстан и больше не возвращался, бросив дом, хозяйство, всю свою жизнь. Кто-то заставил его замолчать, или он сам испугался того, что видел, понял, что связался с чем-то слишком опасным, с чем-то, что может стоить ему жизни. Теперь давайте поговорим о человеке, который находился рядом с Медетом Садыркуловым в последние месяцы его жизни и который, возможно, знает больше, чем говорит публично это Эдиль Байсалов, бывший депутат и правозащитник, один из немногих, кто открыто критиковал режим Бакиева и не боялся называть вещи своими именами, и Байсалов утверждает, что за 2 недели до гибели Садыркулов встречался с ним в конфиденциальной обстановке в квартире общего знакомого, где они могли говорить без опасения прослушки, и говорил о том, что чувствует угрозу своей жизни, что понимает, его дни сочтены. По словам Байсалова, Медет упоминал, что его телефоны прослушиваются. Он слышал характерные щелчки во время разговоров, видел, как его мобильный разряжается слишком быстро, что является признаком работы шпионского программного обеспечения, и за ним ведется наружное наблюдение. Одни и те же машины появляются возле его дома в разное время суток, одни и те же лица мелькают в толпе, когда он выходит из офиса, а в его окружении появились люди, которым он не доверяет, новые сотрудники, которых ему порекомендовали из администрации президента. Садыркулов якобы передал Байсалову конверт с документами и попросил обнародовать их в случае, если с ним что-то случится, если он погибнет при подозрительных обстоятельствах, если его найдут мертвым. И это был не просто конверт, а толстая папка, перевязанная шнурком, с печатью на узле, чтобы было видно, если кто-то попытается вскрыть ее. Но вот загадка: после гибели Медета эти документы так и не были опубликованы, они не появились ни в одном СМИ, ни в одном блоге, ни на одном оппозиционном сайте, и Байсалов объясняет это тем, что конверт исчез при невыясненных обстоятельствах, его квартиру якобы обыскали неизвестные люди через день
после похорон Садыркулова, выломали дверь, перевернули все вверх дном, но ничего не украли, кроме этой папки. Правда, это или удобная легенда, которая позволяет Байсалову избежать неудобных вопросов. Может быть, он сам испугался последствий и уничтожил компромат, понял, что публикация этих документов поставит под угрозу его собственную жизнь. Или документы до сих пор существуют где-то в надежном месте, в банковской ячейке или у доверенного лица за границей, ожидая своего часа, когда политическая ситуация изменится, и их можно будет обнародовать без риска для жизни. Кто этот человек на самом деле союзник погибшего, хранящий верность его памяти, или тот, кто использовал его смерть в своих политических целях, превратил трагедию в инструмент борьбы за власть? А теперь представьте себе картину. Вы один из 12 человек в ближайшем окружении президента Кыргызстана. Вы знаете все секреты режима, все финансовые схемы, все компрометирующие связи с криминальными авторитетами, с наркоторговцами, с контрабандистами, и вы понимаете, что стали неудобны для тех, кто сейчас у власти, что ваше знание превратилось из актива в пассив, из защиты в угрозу. Вы видите, как один за другим исчезают люди, которые знали слишком много. Кто-то погибает в автокатастрофе, кто-то умирает от внезапного сердечного приступа в 45 лет, кто-то просто исчезает, и его тело находят через месяц в горах, и официальная версия всегда одна: несчастный случай, болезнь, самоубийство. Что вы делаете в такой ситуации? Бежите из страны, бросаете все и просите политического убежища в какой-нибудь европейской стране? Обращаетесь в международные организации, в правозащитные фонды, пытаетесь привлечь внимание мировой общественности к своей ситуации? Или пытаетесь договориться с теми, кто хочет вас убрать, торгуетесь за свою жизнь, предлагаете сделку? Медет Садыркулов выбрал третий путь, он попытался торговаться. И источники в спецслужбах утверждают, что за неделю до гибели Садыркулов встречался с представителями Службы национальной безопасности и предлагал сделку. Он уходит из политики, уезжает за границу, возможно, в Россию или Казахстан, но взамен требует гарантий безопасности для себя и своей семьи. Письменных гарантий, подписанных на самом высоком уровне. Переговоры зашли в тупик, потому что Садыркулов хотел слишком многого: не просто безопасности, но и финансовой компенсации за потерю должности, за молчание, за отказ от политической деятельности и сохранение части своего влияния через доверенных лиц, которые остались бы в администрации. Ему отказали, сказали, что условия неприемлемы, что он не в том положении, чтобы диктовать свои требования, и через 3 дня его нашли мертвым в горящем автомобиле. Совпадение? Или это был ответ на его требования, жесткий, окончательный, не оставляющий шансов на пересмотр условий, ответ, который должен был стать уроком для всех остальных, кто думает о том, чтобы торговаться с властью? Для первого интервью за 35 лет с момента этих событий мы получили доступ к человеку, который был частью системы безопасности высших должностных лиц Кыргызстана в те годы, и этот человек, назовем его Асан, согласился поговорить с нами на условиях полной анонимности, потому что даже сейчас, спустя столько лет, он боится за свою жизнь и жизнь своей семьи. И то, что он рассказывает, проливает свет на механизмы, которые работали в тени, на людей, которые принимали решения о жизни и смерти. Асан говорит, что в последние недели перед гибелью Садыркулова в узких кругах спецслужб ходили разговоры о том, что проблему нужно решить, что человек стал неуправляемым, что он знает слишком много и может все рассказать оппозиции, и эти разговоры велись не на уровне рядовых сотрудников, а на уровне руководства, людей, которые имели прямой доступ к президенту и его семье. Асан утверждает, что операция по устранению Садыркулова планировалась как минимум 2 недели, прорабатывались разные варианты от отравления до инсценировки самоубийства, но в итоге выбрали вариант с автокатастрофой и пожаром, потому что это позволяло уничтожить максимум улик и выглядело наиболее правдоподобно для общественности. По его словам, в операции участвовали профессионалы, люди с опытом специальных операций, возможно, бывшие сотрудники спецназа или военной разведки, и они действовали по четкому плану, без импровизации, без ошибок, и именно поэтому следствие,
так и не смогло найти прямых доказательств убийства, все следы были заметены еще до прибытия первых следователей на место происшествия. Можем ли мы доверять этому свидетельству? Или это очередная попытка КГТО свалить вину на спецслужбы, отвести подозрения от реальных заказчиков? Почему этот человек решил заговорить именно сейчас, спустя столько лет молчания? Что изменилось в его жизни? Что заставило его пойти на такой риск? Существует еще одна деталь, которая не дает покоя тем, кто изучает это дело и пытается восстановить картину произошедшего по крупицам. И эта деталь связана с мобильным телефоном Медета Садыркулова, который совершил несколько звонков уже после предполагаемого времени его смерти, и детализация звонков, полученная журналистами через источники в телекоммуникационной компании, показывает, что последний звонок с номера Медета был совершен в 23 часа 45 минут, это почти через час, после того, как, по официальной версии, автомобиль упал в ущелье и загорелся, когда тела уже должны были обгореть до неузнаваемости. Кто звонил с телефона мертвого человека, кто держал в руках этот аппарат, когда его владелец уже не мог дышать? Следователи объясняют это техническим сбоем в сети. Говорят, что иногда система фиксирует звонки с задержкой, что это обычная ошибка оборудования, но эксперты по телекоммуникациям утверждают, что такие сбои невозможны. В современных сетях каждый звонок фиксируется базовой станцией с точностью до секунды, каждое соединение записывается в лог-файлы, которые невозможно подделать без доступа к серверам оператора. Более того, один из этих звонков был совершен на номер, зарегистрированный на сотрудника Службы национальной безопасности, человека, который работал в отделе по борьбе с организованной преступностью, и этот факт был обнародован оппозиционными СМИ, вызвал бурю в социальных сетях, породил десятки конспирологических теорий, но официального комментария от СНБ так и не последовало, они хранили молчание, как будто этой информации вообще не существовало. Молчание тоже ответ, не правда ли? Особенно, когда молчат те, кто по долгу службы обязан расследовать преступления против государственных деятелей, кто должен защищать высокопоставленных чиновников от угроз, кто несет ответственность за безопасность людей, принимающих важные решения. С того момента, как в архивах обнаружилась экспертиза номер 184, прошло уже много лет, но вопросы остаются без ответов, и семья Медета Садыркулова до сих пор требует пересмотра дела, справедливого расследования, наказания виновных, но каждый раз их обращения отклоняются по формальным основаниям, то срок исковой давности истек, то нет новых доказательств, то суд не находит оснований для возобновления следствия. Почему государство так боится пересмотра этого дела, что всплывет на поверхность, если начать копать по-настоящему, какие имена появятся в протоколах допросов, какие связи обнаружатся между заказчиками и исполнителями? И самое главное, сколько еще таких дел хранится в архивах спецслужб, сколько еще экспертиз с грифом «для служебного пользования» доказывают то, что официальная версия — ложь, инсценировка, прикрытие для убийства. Представьте себе человека, который 20 лет проработал в системе здравоохранения Кыргызстана, видел тысячи пациентов, проводил сотни вскрытий, и вот этот человек, судебно-медицинский эксперт высшей категории, кандидат медицинских наук, сидит перед вами и говорит дрожащим голосом: «Я видел то вскрытие, я был там, когда привезли тела из того Лексуса, и то, что я увидел, не соответствовало ни одной картине смерти в результате пожара, которую я наблюдал за всю свою практику». Этот человек, назовем его доктор Бакыт, согласился дать интервью только после того, как получил гарантии безопасности для своей семьи, после того, как его дети уехали за границу, после того, как он сам переехал в другую страну и получил там вид на жительство, потому что даже спустя 15 лет он боится того, что знает, боится людей, которые могут прийти за ним ночью, боится системы, которая умеет заставлять молчать неудобных свидетелей. Доктор Бакыт рассказывает, что когда тела доставили в морг 25 марта 2009 года, около полудня, уже было понятно, что это необычное дорожно-транспортное происшествие, слишком много странностей, слишком много деталей,
которые не складывались в логичную картину, и первое, что бросилось в глаза, это характер ожогов на телах погибших, потому что ожоги были неравномерными. На некоторых участках кожа обгорела до костей, а на других оставалась почти нетронутой, что невозможно при равномерном горении салона автомобиля. Более того, на теле Медета Садыркулова были обнаружены повреждения, которые явно возникли до пожара гематомы на затылке, переломы ребер, кровоизлияния в мягкие ткани шеи. И эти травмы не могли быть получены в результате падения автомобиля в ущелье, потому что их локализация и характер указывали на прямое механическое воздействие, возможно, удары тупым предметом или сдавливание. Но самое главное — это то, о чем мы уже говорили, полное отсутствие КПТ в дыхательных путях и карбоксигемоглобина в крови, и доктор Бакыт объясняет, что это стопроцентное доказательство того, что человек не дышал во время пожара, что его сердце остановилось до того, как начался огонь, и никакие технические ошибки или особенности горения не могут объяснить этот факт. Почему же тогда в официальном заключении судебно-медицинской экспертизы эти детали были изложены так обтекаемо, так неопределенно, что любой непрофессионал мог интерпретировать их как угодно? Кто редактировал итоговый документ? Кто вычеркивал неудобные формулировки? Кто заставлял экспертов переписывать выводы, смягчать формулировки, убирать прямые указания на насильственную смерть? Доктор Бакыт вспоминает, что на следующий день после вскрытия, 26 марта, к нему в кабинет пришли двое мужчин в штатском, представились сотрудниками службы национальной безопасности, показали удостоверение и попросили поговорить о результатах экспертизы. И разговор этот длился около 2 часов, и мужчины задавали очень конкретные вопросы, можно ли с абсолютной уверенностью утверждать, что смерть наступила до пожара, могут ли быть альтернативные объяснения отсутствия КПТ в легких, насколько надежны методы определения карбоксигемоглобина в крови, и доктор Бакыт отвечал честно, профессионально, ссылался на медицинскую литературу, на свой 20-летний опыт, на протоколы международных судебно-медицинских организаций. Но затем тон разговора изменился, и один из мужчин сказал фразу, которую доктор запомнил дословно. «Понимаете, доктор, это дело имеет большое политическое значение, и нам нужно, чтобы выводы экспертизы не создавали лишних вопросов у общественности, не порождали конспирологические теории, не давали повода оппозиции раскачивать ситуацию в стране. Это не была прямая угроза, это было мягкое давление, завуалированное предложение войти в положение, понять государственные интересы, проявить патриотизм, и доктор Бакыт понял, что от него ждут не правды, а удобной версии, не научного заключения, а политического документа, который закроет дело и успокоит общественность. Он попытался сопротивляться, сказал, что не может изменить медицинские факты, что его профессиональная репутация важнее политической конъюнктуры, что он давал клятву Гиппократа и не может предать ее даже под давлением спецслужб. Но мужчины только улыбнулись и сказали: «Подумайте о своей семье, доктор, у вас ведь 2 детей, они учатся в университете, им еще строить свою жизнь в этой стране. И было бы очень неприятно, если бы их отец получил репутацию человека, который работает на оппозицию, который распространяет ложную информацию, который подрывает авторитет государственных органов». После этого разговора доктор Бакыт 3 ночи не спал, взвешивал все за и против, думал о том, что важнее, правда или безопасность его детей, профессиональная честь или жизнь его семьи. И в итоге он сделал то, что сделали бы многие на его месте. Он переписал заключение, смягчил формулировки, убрал прямые указания на насильственную смерть, оставил возможность для двойной интерпретации. Но копию оригинального заключения он сохранил, спрятал в надежном месте как страховку, как доказательство того, что он знал правду, даже если не смог ее сказать вслух. Можем ли мы осуждать этого человека за трусость, или он просто сделал единственно возможный выбор в ситуации, когда правда стоит слишком дорого? Теперь давайте поговорим о деньгах, потому что за каждым политическим убийством стоят не только амбиции и борьба за власть, но и очень конкретные финансовые интересы, миллионы и миллиарды долларов, которые делят между собой люди у власти.
и Медет Садыркулов контролировал потоки, о которых большинство граждан Кыргызстана даже не подозревали. Возьмем, к примеру, таможню в 2008 году. За год до гибели Садыркулова через таможенные посты Кыргызстана прошло товаров на общую сумму около 4 миллиардов долларов. И это только официальные цифры. А сколько прошло неофициально, в обход учета, с поддельными документами, с заниженной таможенной стоимостью, об этом можно только догадываться, но эксперты оценивают теневой оборот еще в 2-3 миллиарда долларов. Представьте себе, что от каждой контрабандной партии кто-то получает свой процент 5, 10, иногда 20% от стоимости груза, и эти деньги не идут в государственный бюджет. Они оседают в карманах конкретных людей, на счетах в зарубежных банках, в недвижимости в Дубае и Лондоне, в виллах на Средиземном море. Медет Садыркулов, как руководитель президентской администрации, имел доступ к информации о том, кто именно контролирует эти потоки, кто получает откаты, кто крышует контрабандистов, и более того, он сам был частью этой системы, получал свою долю, но в какой-то момент понял, что его долю хотят урезать, что его выдавливают из бизнеса, что новые люди в окружении президента хотят забрать себе весь пирог. И вот тут начинается самое интересное, потому что по информации из источников в финансовых кругах Садыркулов начал собирать досье на своих конкурентов, документы о незаконных сделках, копии банковских переводов, записи телефонных разговоров, в которых обсуждались схемы обхода таможни, и это досье должно было стать его страховкой, его гарантией того, что его не тронут, потому что если с ним что-то случится, эти документы станут достоянием общественности. Но страховка не сработала, потому что те, кто хотел его убрать, просчитали этот ход, нашли способ нейтрализовать угрозу, возможно, через людей в его окружении, через тех, кому он доверял, через предателей, которые продали его за обещание безопасности и денег. Для сравнения давайте посмотрим на цифры, которые показывают масштаб неравенства в Кыргызстане того времени. Потому что эти цифры объясняют, почему люди готовы были убивать за контроль над финансовыми потоками, почему человеческая жизнь стоила так дешево по сравнению с миллионами долларов, которые можно было заработать на коррупционных схемах. В 2009 году средняя зарплата врача в Бишкеке составляла около 5000 сомов. В месяц это примерно $100. Учитель получал 3400 сомов, 60-80 долларов. Инженер на заводе около 4000 сомов. А пенсионер жил на 1502 тысячи сомов в месяц, это 30-40 долларов, на которые нужно было купить еду, лекарства, оплатить коммунальные услуги. А теперь представьте, что один таможенный чиновник, получающий официальную зарплату в 10 тысяч сомов $200, на самом деле зарабатывал на откатах от контрабандных партий по 50-100 тысяч долларов в месяц. Это зарплата врача за 80 лет работы, или зарплата учителя за 100 лет, или пенсия за 200 лет. Вот такая арифметика коррупции, когда один человек за месяц зарабатывает столько, сколько обычный гражданин не заработает за всю свою жизнь, даже если будет работать без выходных и отпусков с 18 до 65 лет. И Медет Садыркулов был частью этой системы. Он знал все схемы, все имена, все счета, и когда его решили убрать, это было не просто политическое решение, это было экономическое решение устранить человека, который знает слишком много о том, как делятся деньги на самом верху, кто сколько получает, кто кого крышует, кто кому должен. Сколько еще людей погибло в Кыргызстане за эти знания, сколько неудобных свидетелей исчезло, сколько журналистов, которые пытались раскрыть коррупционные схемы, нашли свою смерть в автокатастрофах и несчастных случаях. Существует еще одна версия событий той ночи, и эта версия связана с мистикой, с предчувствиями, с теми знаками, которые, как говорят близкие Медета Садыркулова, он получал в последние недели своей жизни, и хотя это может показаться суеверием, нельзя игнорировать тот факт, что во многих культурах Центральной Азии люди верят в предзнаменования, в вещие сны, в способность некоторых людей предвидеть будущее. Жена Медета рассказывала журналистам, что за 2 недели до трагедии ее муж проснулся среди ночи в холодном поту, сказал, что видел сон, в котором он горит заживо в машине, не может выбраться, двери заблокированы,
окна не открываются, и он кричит. Но никто не слышит его криков. И этот сон повторялся 3 ночи подряд, каждый раз с новыми деталями, каждый раз все более реалистичный, все более пугающий. Медет не был суеверным человеком. Он получил советское образование, верил в науку, в рациональное объяснение всех явлений, но эти сны настолько потрясли его, что он даже обратился к одному из местных мулл, попросил прочитать молитву, дать амулет для защиты. И мулла, выслушав его, сказал фразу, которую запомнили все, кто был свидетелем этого разговора. Когда смерть уже написана на лбу человека, никакие молитвы не помогут, можно только принять свою судьбу с достоинством. Более того, за неделю до гибели Медет поехал в горы, в одно из отдаленных сел, где жила старая женщина, которую в народе называли ясновидящей, и эта женщина, по рассказам тех, кто сопровождал Садыркулова, посмотрела на него и заплакала, сказала: «Я вижу огонь вокруг тебя. Я вижу, как ты горишь, но это не обычный огонь, это огонь предательства, огонь, который зажгли те, кому ты доверял». Садыркулов спросил: «Можно ли избежать этой судьбы? Можно ли изменить то, что она видит?» И женщина ответила: «Ты можешь бежать, но они найдут тебя. Ты можешь прятаться, но они достанут тебя. Единственный способ спастись — это рассказать все, что ты знаешь, обнародовать все секреты, сделать так, чтобы твоя смерть стала бессмысленной для тех, кто ее планирует». Но Медет не послушал этого совета, возможно, не поверил до конца, возможно, надеялся, что сможет договориться, что найдет способ выжить, не разрушая систему, частью которой был сам. Можем ли мы верить этим историям? Или это просто легенды, которые возникают после трагических событий, попытка найти мистическое объяснение тому, что имеет вполне рациональные причины? Но даже если это всего лишь истории, они показывают, насколько глубоко в сознании людей сидит страх перед властью, перед теми, кто может убить и остаться безнаказанным, перед системой, которая пожирает своих собственных детей, когда они становятся неудобными. А теперь давайте вернемся к тому человеку, о котором мы упоминали в самом начале, к предателю из окружения Медета Садыркулова, к тому, кто, возможно, сыграл ключевую роль в организации его убийства, и этот человек до сих пор жив, до сих пор занимает высокую должность в государственных структурах Кыргызстана, до сих пор пользуется уважением и влиянием, и никто не знает, что именно он сделал той ночью 24 марта 2009 года. Назовем его Азамат, это не его настоящее имя, но те, кто знает эту историю изнутри, сразу поймут, о ком идет речь, потому что в узких кругах его роль в деле Садыркулова давно не секрет. Просто никто не решается говорить об этом вслух. Никто не хочет стать следующей жертвой. Никто не готов рисковать своей жизнью ради справедливости. Азамат был одним из ближайших помощников Медета, человеком, которому тот доверял безоговорочно, которого считал своим другом, с которым делился самыми сокровенными мыслями и планами, и именно Азамат знал о том, что Медет собирает компромат на высокопоставленных чиновников, знал, где хранятся эти документы, знал, кому Медет планирует их передать в случае угрозы своей жизни. И вот в какой-то момент Азамат делает выбор, он понимает, что корабль тонет, что Медет обречен, что его дни сочтены, и нужно решать, на чьей стороне — быть на стороне обреченного друга или на стороне тех, кто победит в этой борьбе, кто останется у власти, кто будет контролировать деньги и ресурсы. Азамат выбирает вторую сторону. Он идет к людям из Службы национальной безопасности, рассказывает им все, что знает о планах Медета, о его страховке, о документах, которые тот собрал, и предлагает сделку, он поможет нейтрализовать угрозу, поможет заманить Медета в ловушку, поможет сделать так, чтобы все выглядело как несчастный случай, а взамен просит гарантии безопасности для себя, сохранение должности, возможно, даже повышение и финансового вознаграждения. Сделка заключена, план разработан, и Азамат становится ключевой фигурой в операции по устранению своего бывшего друга и начальника. Именно Азамат, по информации из источников в спецслужбах, убедил Медета поехать той ночью в Иссык-Кульскую область,
Сказал, что там их ждет важная встреча с человеком, который может помочь в переговорах с президентской семьей, который имеет влияние на Максима Бакиева и может договориться о безопасном выходе Медета из политики, и Медет поверил, потому что это был его друг, человек, которому он доверял годами, который никогда его не подводил, который всегда был рядом в трудные моменты. Азамат даже настоял на том, чтобы поехать вместе с Медетом, сказал, что его присутствие на встрече важно, что он сможет помочь в переговорах, но в последний момент, буквально за час до отъезда, Азамат позвонил и сказал, что не сможет поехать, что у него возникли срочные дела, что Медет должен ехать без него, но встреча очень важная, и ее нельзя откладывать. Это был последний разговор между ними, и через несколько часов Медет Садыркулов был мертв, а Азамат получил то, что хотел: безопасность, должность, деньги и чистую совесть, потому что он не нажимал на курок, не поджигал машину, не убивал своими руками, он просто передал информацию, просто помог организовать встречу, просто сделал то, что было необходимо для выживания в этой системе. Но разве это делает его менее виновным? Разве предательство становится меньшим преступлением от того, что ты не пачкаешь руки в крови, а только указываешь палачам, где найти жертву? Сколько еще таких Азаматов живут среди нас, занимают высокие посты, получают награды и почести, спят спокойно по ночам, зная, что их предательство осталось безнаказанным, что система защищает своих, что правда никогда не всплывет на поверхность? Семья Медета Садыркулова до сих пор ждет справедливости. Его дети выросли без отца, его жена постарела на 20 лет за эти 15 лет, его мать умерла, так и не дождавшись ответа на вопрос, кто убил ее сына и почему убийцы до сих пор на свободе, и каждый год, 24 марта, они приезжают на место трагедии, ставят цветы, читают молитвы и каждый год задают один и тот же вопрос: когда же правда восторжествует, когда виновные понесут наказание, когда государство перестанет защищать убийц и начнет защищать своих граждан? Но ответа нет, потому что в Кыргызстане, как и во многих других постсоветских странах, правда — это товар, который можно купить и продать, который можно спрятать в архивах под грифом «секретно», который можно уничтожить вместе с неудобными свидетелями, и пока система работает именно так, пока люди боятся говорить правду, пока предатели получают награды, а честные люди гибнут в несчастных случаях, ничего не изменится. Экспертиза номер 184 доказывает, что Медет Садыркулов был убит, что его смерть — это не случайность, а хладнокровное преступление. Но кто ответит за это преступление? Кто сядет на скамью подсудимых? Кто услышит приговор суда? Или эта экспертиза так и останется пыльным документом в архиве, доказательством того, что правда существует, но она бессильна перед системой, которая построена на лжи, коррупции и безнаказанности. Представьте себе группу из 12 человек, которые знали абсолютно все о Медете Садыркулове, каждый его шаг, каждый телефонный звонок, каждую встречу, каждый документ, который проходил через его руки, и эти люди не были обычными охранниками или секретарями. Это была элитная группа сотрудников Службы национальной безопасности, специально представленная к руководителю президентской администрации под видом обеспечения его безопасности, но на самом деле их задачей было совсем другое — контролировать каждое его действие, фиксировать каждый контакт, докладывать наверх о любых подозрительных встречах или разговорах. Эта группа имела кодовое название «Барс, снежный барс», символ Кыргызстана, хищник, который выслеживает свою добычу в горах, терпеливо, методично, безжалостно, и члены этой группы были профессионалами высочайшего класса, бывшие офицеры спецназа, эксперты по прослушке и наблюдению, специалисты по психологическому профилированию, люди, которые умели читать человека как открытую книгу, замечать малейшие изменения в поведении, предугадывать намерения. В их распоряжении было самое современное оборудование того времени, жучки размером с пуговицу, которые можно было незаметно поместить в кабинете или автомобиле, камеры наблюдения, замаскированные под обычные предметы интерьера, системы перехвата мобильных переговоров, программы для взлома электронной почты и компьютеров, и все это работало круглосуточно, создавая полную картину жизни Медета Садыркулова, не оставляя ни одного слепого пятна, ни одной минуты, когда он мог бы остаться без присмотра.
Но вот парадокс — эта группа, созданная для защиты высокопоставленного чиновника, в какой-то момент получила другой приказ не защищать, а устранить, не охранять, а ликвидировать. И 12 профессионалов, которые годами обеспечивали безопасность Медета, за одну ночь превратились в его палачей, и никто из них не отказался выполнять приказ. Никто не усомнился в его законности, никто не задал вопрос, а имеем ли мы право убивать человека, которого присягали защищать? Кто отдал этот приказ? На каком уровне было принято решение о ликвидации? Существует ли документ с подписью того, кто несет ответственность за это преступление? Или все было сделано устно, без бумаг, без следов? По принципу «ты понял, что нужно делать, действуй». Один из бывших членов группы Барс, назовем его Эрлан, согласился поговорить с нами на условиях строжайшей анонимности. Его лицо скрыто, голос изменен с помощью специальной программы, потому что даже сейчас, спустя 15 лет после тех событий, он боится мести со стороны своих бывших коллег, боится людей, которые отдавали приказы, боится системы, которая не прощает предательства и не забывает тех, кто нарушает закон молчания. Эрлан рассказывает, что за 3 недели до гибели Садыркулова атмосфера в группе изменилась. Появилась какая-то нервозность, напряжение. Командир группы стал чаще уезжать на совещания в Главное управление СНБ. Возвращался мрачный, задумчивый, избегал прямых ответов на вопросы подчиненных, и было понятно, что готовится что-то серьезное, что-то, о чем нельзя говорить вслух даже в узком кругу. Затем за неделю до трагедии командир собрал всю группу на закрытое совещание в одном из конспиративных помещений СНБ. Это была квартира в обычном жилом доме, оборудованная специально для секретных встреч, с защитой от прослушки, с бронированными дверями, с системой видеонаблюдения на подходах, и там, в этой квартире, командир сказал фразу, которую Эрлан запомнил дословно: «Объект стал представлять угрозу национальной безопасности. Он собирает компромат на первых лиц государства. Планирует передать эту информацию иностранным спецслужбам, возможно, американцам или русским, и наша задача — нейтрализовать эту угрозу максимально чисто, без шума, без следов, так, чтобы это выглядело как несчастный случай». Никто не задал вопросов, никто не попросил показать документы, подтверждающие эти обвинения, никто не усомнился в том, что человек, которого они охраняли 3 года, внезапно стал предателем и врагом государства, потому что в спецслужбах не принято задавать вопросы, там принято выполнять приказы, и если командир говорит, что объект — угроза, значит, так оно и есть, значит, нужно действовать, а не рассуждать о морали и законности. План операции был разработан до мельчайших деталей. Каждый член группы получил свою роль. Каждый знал, что должен делать в определенный момент, и все было рассчитано по минутам, как в хорошо отрепетированном спектакле, где нет места импровизации и случайности. Эрлан рассказывает, что его задачей было обеспечить техническую сторону, установить в автомобиль Садыркулова специальное устройство, которое позволяло дистанционно блокировать тормозную систему и рулевое управление, превратить машину в неуправляемый снаряд, который полетит туда, куда нужно исполнителям операции, и это устройство было размером с пачку сигарет. Его можно было закрепить под днищем автомобиля за несколько минут, оно работало от собственной батареи и активировалось по радиосигналу с расстояния до 5 километров. Установку провели за 2 дня до трагедии, когда автомобиль Садыркулова находился на охраняемой стоянке возле здания президентской администрации. Казалось бы, самое безопасное место, где невозможно подобраться к машине незаметно, но для сотрудников СНБ это не было проблемой, потому что они сами контролировали эту стоянку, сами назначали охранников, сами имели доступ ко всем автомобилям под предлогом проверки на наличие взрывных устройств. Эрлан вспоминает, как его руки дрожали, когда он залезал под «Лексус» с этим устройством, как он думал о том, что через несколько дней человек, который ни в чем не виноват, погибнет из-за этой маленькой коробочки с электроникой, как он пытался убедить себя, что выполняет приказ, что защищает национальную безопасность, что иногда приходится жертвовать одним человеком ради блага всей страны. Но эти мысли не помогали. Совесть грызла его,
И он понимал, что становится соучастником убийства, что пересекает черту, за которой нет возврата к нормальной жизни, к спокойному сну, к чистой совести. Но он все равно установил это устройство, проверил его работу, доложил командиру, что все готово, что техническая часть операции выполнена, и получил одобрение, похвалу за профессионализм, за точность исполнения, за то, что не подвел команду в критический момент, и эта похвала звучала как приговор, как печать на его душе, как клеймо убийцы, которое он будет нести до конца своих дней. 24 марта 2009 года, около 8 часов вечера, когда Медет Садыркулов выехал из Бишкека в сторону Иссык-Куля, за его автомобилем на расстоянии 2-3 километров двигались 2 машины группы «Барс», обычные седаны. Ничем не примечательные, без опознавательных знаков, без мигалок, без тонированных стекол, машины, которые легко терялись в потоке транспорта и не привлекали внимания, и в этих машинах находились 6 человек, командир группы, 2 оператора электронного оборудования, 2 снайпера на случай, если что-то пойдет не по плану, и водитель-профессионал, который прошел специальную подготовку по экстремальному вождению и мог действовать в любых условиях. Эрлан находился в одной из этих машин, он отвечал за активацию устройства в нужный момент, у него в руках был пульт управления, небольшая коробочка с антенной и одной красной кнопкой. И когда он смотрел на эту кнопку, он понимал, что стоит ему нажать на нее, и через несколько секунд 3 человека погибнут, 3 жизни оборвутся, 3 семьи потеряют своих близких, и все это зависит от движения его пальца, от одного нажатия, от одной секунды, которая разделяет жизнь и смерть. Командир группы постоянно был на связи с кем-то по защищенному каналу, получал инструкции, уточнял детали, и Эрлан слышал обрывки этих разговоров. «Да, мы на позиции. Объект движется по маршруту, скорость около 80 км в час. Через 15 минут будет на нужном участке. Понял, ждем вашей команды. Готовы к выполнению». Кто был на другом конце этой связи? Кто отдавал финальную команду на ликвидацию? Кто нес ответственность за это решение? Эрлан не знает, потому что в спецслужбах информация распределяется по принципу. Нужно знать. Каждый знает только свою часть операции, только то, что необходимо для выполнения его конкретной задачи, и никто не видит полной картины. Никто не может сказать с уверенностью, кто стоит на вершине этой пирамиды, кто является главным архитектором преступления, кто подписал смертный приговор Медету Садыркулову. Когда автомобиль Садыркулова приблизился к тому участку дороги, где планировалось провести операцию, это был крутой поворот на горном серпантине. С одной стороны скала, с другой — обрыв глубиной около 50 метров, без ограждений, без освещения, идеальное место для инсценировки дорожно-транспортного происшествия, командир дал команду приготовиться. Ждем сигнала. Еще 30 секунд. Эрлан вспоминает, что в эти 30 секунд время словно остановилось, каждая секунда тянулась как вечность. Он слышал стук собственного сердца, чувствовал, как потеют ладони, как пересыхает во рту, как сжимается желудок от страха и отвращения к самому себе, и он думал, может быть, сейчас что-то пойдет не так, может быть, устройство не сработает, может быть, произойдет чудо, и операция сорвется, и тогда он не будет убийцей, тогда он сможет жить дальше с чистой совестью, тогда он сможет смотреть в глаза своим детям и не чувствовать стыда. Но чуда не произошло. Командир получил финальный сигнал и сказал: «Выполняйте». И Эрлан нажал на красную кнопку, и через 2 секунды в автомобиле Садыркулова сработало устройство, заблокировало тормоза и рулевое управление. И водитель, опытнейший профессионал, который возил первых лиц государства и никогда не попадал даже в мелкие аварии, внезапно потерял контроль над машиной, почувствовал, что руль не поворачивается, что педаль тормоза проваливается в пол, что автомобиль не слушается команд. И за те 3-4 секунды, которые оставались до обрыва, он ничего не мог сделать. Только понять, что это конец, что это не случайность, что это убийство, тщательно спланированное и безжалостно исполненное. «Лексус» вылетел с дороги на скорости около 70 км в час, пролетел несколько метров по воздуху и рухнул на дно ущелья. Перевернулся несколько раз, и члены группы «Барс», наблюдавшие за этим в ночные бинокли,
с расстояния километра, видели, как машина падает, как она бьется о камни, как разбиваются стекла, как деформируется кузов, и они знали, что внутри этой машины находятся 3 человека, которые еще несколько секунд назад были живы, дышали, думали, чувствовали, а теперь, возможно, уже мертвы или умирают в страшных мучениях, и никто из наблюдателей не дрогнул, не отвернулся, не испытал жалости, потому что это была работа, профессиональная операция, которую нужно было довести до конца. Но операция еще не закончилась, потому что нужно было уничтожить улики, стереть следы, превратить убийство в несчастный случай, и для этого автомобиль должен был загореться, сгореть дотла, чтобы эксперты не смогли найти устройство, которое заблокировало управление, чтобы тела обгорели настолько, что невозможно будет определить точную причину смерти, чтобы все выглядело как трагическая случайность, а не как спланированная ликвидация. Эрлан рассказывает, что через 5 минут после падения автомобиля в ущелье 2 члена группы спустились вниз. Это были профессионалы, экипированные как альпинисты, с веревками, карабинами, фонарями, и они добрались до разбитого «Лексуса». Проверили состояние людей внутри, и один из них доложил по рации: водитель мертв. Пассажир на заднем сиденье без сознания. Объект жив, но в тяжелом состоянии. Множественные переломы, внутренние кровотечения, без медицинской помощи не выживет. Командир ответил: «Действуйте по плану. Времени мало, через 20 минут здесь могут появиться случайные свидетели». И тогда эти 2 человека сделали то, что превратило несчастный случай в хладнокровное убийство. Они достали специальные зажигательные устройства, разместили их в салоне автомобиля, облили бензином из канистры, которую принесли с собой, и подожгли машину, и Медет Садыркулов, который еще был жив, который, возможно, был в сознании и понимал, что происходит, сгорел заживо, не имея возможности выбраться, не имея шанса на спасение, и его последние минуты были наполнены болью, ужасом, пониманием того, что его предали, что его убивают люди, которым он доверял, что его жизнь заканчивается не от несчастного случая, а от чьего-то холодного расчета, от чьего-то приказа, от чьей-то жажды власти и денег. Эрлан говорит, что когда он увидел, как загорается автомобиль, как пламя охватывает салон, как дым поднимается в ночное небо, он почувствовал, что что-то сломалось внутри него, что он больше не сможет жить как раньше, что эта ночь будет преследовать его до конца дней, что он никогда не сможет забыть то, что сделал, что стал соучастником одного из самых циничных преступлений в истории современного Кыргызстана. И никакие оправдания, никакие ссылки на приказ, на долг, на национальную безопасность не смогут снять с него этот груз вины, эту тяжесть на совести, это проклятие, которое он будет нести всю оставшуюся жизнь. После того, как автомобиль полностью сгорел, члены группы «Барс» покинули место происшествия, вернулись в Бишкек и на следующий день собрались на разбор операции в том же конспиративном помещении, где получали инструктаж неделей ранее, и командир поблагодарил всех за профессионализм, за четкое выполнение задачи, за то, что операция прошла без сбоев, без свидетелей, без утечек информации, и каждый член группы получил денежное вознаграждение по $50 000. Это была цена человеческой жизни в Кыргызстане 2009 года, это была плата за молчание, за соучастие в убийстве, за готовность выполнять любые приказы без вопросов и сомнений. Эрлан взял эти деньги, положил их в сейф и не прикасался к ним 15 лет, потому что для него это были кровавые деньги, деньги, которые пахли смертью, деньги, которые невозможно потратить без того, чтобы не вспомнить, как они были заработаны, и только недавно, когда он решил уехать из страны, когда понял, что больше не может жить с этим грузом на душе, он пожертвовал все эти деньги в благотворительный фонд помощи детям-сиротам, как будто это могло искупить его вину, как будто это могло вернуть жизнь тем, кто погиб той ночью, как будто это могло изменить прошлое и стереть из памяти то, что он сделал. Но прошлое не меняется, память не стирается и вина остается. И Эрлан знает, что до конца своих дней он будет просыпаться по ночам в холодном поту, видеть во сне горящий автомобиль, слышать крики людей, которые сгорают заживо,
чувствовать запах горелой плоти и бензина. И никакие деньги, никакие молитвы, никакое раскаяние не смогут освободить его от этого кошмара, от этого проклятия, от этого груза, который он будет нести до самой могилы и, возможно, даже после смерти, если существует загробная жизнь и высший суд, который судит не по законам людей, а по законам совести и справедливости. Теперь давайте поговорим о том, что происходило в архивах Службы национальной безопасности Кыргызстана в дни и недели после гибели Медета Садыркулова, потому что именно там, в подвалах здания на улице Фрунзе в центре Бишкека, хранились документы, которые могли бы пролить свет на истинные обстоятельства его смерти, на тех, кто отдавал приказы, на тех, кто исполнял эти приказы, на всю цепочку преступления от замысла до исполнения, и эти документы должны были храниться вечно, потому что дела о гибели высокопоставленных государственных деятелей не подлежат уничтожению, они являются частью истории страны, частью национального архива, который должен быть доступен исследователям, историкам, журналистам. Но в случае с делом Садыркулова произошло нечто беспрецедентное. Значительная часть документов исчезла, просто испарилась из архива, как будто их никогда не существовало, и когда адвокаты семьи погибшего запросили доступ к материалам дела, им сказали, что многие документы утрачены при переезде архива в новое здание, что произошел пожар в одном из хранилищ, что часть бумаг была случайно уничтожена при плановой чистке архива от устаревших материалов, и все эти объяснения звучали настолько неправдоподобно, настолько цинично, что даже судьи, рассматривавшие иски семьи, не могли скрыть своего недоумения, хотя и не решались открыто обвинить спецслужбы в сокрытии улик и фальсификации дела. Бывший сотрудник архива СНБ, назовем его Бакыт, рассказывает, что через неделю после гибели Садыркулова в архив пришла группа людей в штатском, показали специальное распоряжение за подписью руководителя службы и потребовали выдать все материалы, связанные с делом Медета Садыркулова, оперативные разработки, протоколы прослушки, записи видеонаблюдения, отчеты агентов, финансовые документы, переписку, все, что хранилось в архиве под его именем или кодовым номером. Бакыт выдал им 17 папок с документами, 3 коробки с аудиокассетами и видеокассетами, несколько дисков с цифровыми записями, и эти люди увезли все это, расписались в журнале выдачи документов, пообещали вернуть материалы через неделю после ознакомления, но так и не вернули. И когда Бакыт через месяц попытался выяснить, где находятся эти документы, ему сказали, что никакой выдачи не было, что в журнале нет соответствующих записей, что он, видимо, что-то путает или фантазирует, и лучше бы ему не задавать лишних вопросов, если он дорожит своей работой и безопасностью своей семьи. Но Бакыт оказался предусмотрительным человеком. Он понимал, что работает в системе, где документы могут исчезать, где история переписывается в зависимости от политической конъюнктуры, где правда — это то, что выгодно власти в данный момент, и поэтому он тайно сделал копии некоторых наиболее важных документов из дела Садыркулова, отсканировал их, сохранил на флешке, спрятал эту флешку в надежном месте, как страховку, как доказательство того, что он не сошел с ума, что документы действительно существовали, что он не выдумал всю эту историю. На этой флешке находятся материалы, которые могли бы перевернуть все дело, доказать, что гибель Садыркулова была не несчастным случаем, а спланированной операцией спецслужб, и среди этих материалов есть протокол совещания в администрации президента, датированный 15 марта 2009 года, за 9 дней до трагедии, на котором обсуждался вопрос о нейтрализации угрозы со стороны МС-инициалы Медета Садыркулова, и в этом протоколе перечислены варианты действий: отстранение от должности, компромат в СМИ, уголовное преследование по сфабрикованному делу, и последний вариант, обозначенный как крайняя мера физическое устранение с инсценировкой несчастного случая. Протокол подписан 3 людьми, чьи имена хорошо известны в Кыргызстане. Это были ключевые фигуры режима Бакиева, люди, которые принимали решения о жизни и смерти, которые контролировали спецслужбы, которые имели неограниченную власть и полную безнаказанность, и если этот документ станет достоянием общественности, если его подлинность будет подтверждена экспертизой,
Это станет прямым доказательством того, что убийство Медета Садыркулова было санкционировано на самом высоком уровне, что это было государственное преступление, а не действие отдельных исполнителей. Но Бакыт боится обнародовать этот документ. Боится того, что случится с ним и его семьей, если власти узнают, что он хранит копии секретных материалов, что он нарушил все возможные инструкции и законы о государственной тайне, что он предал систему, которой служил 20 лет. И поэтому флешка до сих пор лежит в тайнике, ждет своего часа, ждет момента, когда политическая ситуация изменится настолько, что можно будет рассказать правду без риска для жизни, когда справедливость станет важнее страха, когда память о погибшем перевесит инстинкт самосохранения. Среди документов, которые исчезли из архива СНБ, были и материалы о финансовых операциях Медета Садыркулова, о его счетах в банках, о движении денег, о сделках, в которых он участвовал, и эти материалы могли бы ответить на вопрос, сколько денег контролировал Садыркулов, какие суммы проходили через его руки, какую долю он получал от коррупционных схем, и самое главное, куда делись эти деньги после его смерти, кто получил доступ к его счетам, кто унаследовал его долю в бизнесе, кто стал бенефициаром его гибели в финансовом смысле. По информации из источников в банковской сфере, на момент смерти Садыркулов контролировал активы на сумму около 15 миллионов долларов. Это были счета в банках Кыргызстана, России, Казахстана, Швейцарии. Это была недвижимость в Бишкеке, Москве, Алматы. Это были доли в нескольких крупных компаниях, работающих в сфере строительства, торговли, телекоммуникаций. И все это богатство, накопленное за годы работы в высших эшелонах власти, должно было перейти к его семье, жене и 2 детям. Но этого не произошло, потому что через месяц после его гибели большая часть счетов была заблокирована по решению суда, недвижимость арестована, доли в компаниях переоформлены на других людей, и семья осталась практически ни с чем, получила только квартиру в Бишкеке и небольшой счет в местном банке с суммой около 100 тысяч долларов. Это все, что осталось от 15 миллионов. Это все, что власти позволили забрать вдове и детям убитого человека. Куда делись остальные деньги, кто получил доступ к счетам Садыркулова, кто переоформил на себя его активы, эти вопросы остаются без ответа, потому что все документы о финансовых операциях исчезли из архивов. Все свидетели молчат. Все банкиры ссылаются на банковскую тайну и отказываются предоставлять информацию даже по запросам суда. И создается впечатление, что убийство Медета Садыркулова было не только политическим актом, не только устранением неудобного свидетеля, но и банальным грабежом, захватом чужого имущества, переделом собственности, который прикрыли красивой легендой о несчастном случае и национальной безопасности. Существует еще одна категория документов, которые должны были храниться в архиве СНБ, но таинственным образом исчезли это материалы о связях Медета Садыркулова с иностранными спецслужбами, с дипломатами, с представителями международных организаций, потому что человек на его должности неизбежно контактировал с иностранцами, встречался с послами, вел переговоры с представителями других государств, и все эти контакты фиксировались, протоколировались, анализировались службой внешней разведки и контрразведки. По словам бывших сотрудников СНБ, в последние месяцы перед гибелью Садыркулов несколько раз встречался с представителями американского посольства в Бишкеке, причем эти встречи не были официальными, они проходили в неформальной обстановке, в ресторанах, в частных домах, без протокола и без свидетелей, и служба наблюдения фиксировала эти контакты, докладывала наверх, пыталась выяснить, о чем говорят Садыркулов и американцы, какую информацию он передает, какие гарантии получает взамен. Одна из версий, которая циркулировала в узких кругах спецслужб, гласила, что Садыркулов планировал бежать из страны и просил политического убежища в США, предлагал американцам информацию о коррупции в высших эшелонах власти Кыргызстана, о связях режима Бакиева с российскими и китайскими спецслужбами, о секретных соглашениях, которые подписывались в обход парламента и общественности, и американцы якобы были готовы предоставить ему убежище, но при условии, что он передаст все документы, все доказательства, все компрометирующие материалы, которые у него есть.
Если эта версия верна, то убийство Садыркулова приобретает совсем другое измерение. Это уже не внутренняя разборка между кланами, не борьба за контроль над финансовыми потоками, а геополитическая операция, попытка предотвратить утечку секретной информации к американцам, защитить интересы не только режима Бакиева, но и тех внешних сил, которые стояли за этим режимом, поддерживали его, использовали Кыргызстан как плацдарм для своего влияния в Центральной Азии. Но все документы, которые могли бы подтвердить или опровергнуть эту версию, исчезли из архива, и теперь мы можем только строить предположения, анализировать косвенные улики, слушать рассказы людей, которые были свидетелями тех событий, но не имеют прямых доказательств, не могут предъявить документы, не могут назвать имена без риска для собственной жизни. Что же осталось в архиве СНБ после этой тотальной зачистки, после уничтожения всех неудобных документов, после переписывания истории в угоду тем, кто хочет скрыть правду о гибели Медета Садыркулова? Остались только те материалы, которые подтверждают официальную версию протокола осмотра места происшествия, где все описано как обычное ДТП, заключение экспертов, где причиной смерти указаны травмы, полученные при падении автомобиля и последующем пожаре, свидетельские показания, в которых нет ни слова о подозрительных обстоятельствах, о странных деталях, о том, что не вписывается в картину несчастного случая, и все это выглядит очень аккуратно, очень профессионально, очень убедительно для тех, кто не знает, что за этими документами стоит. Какая работа была проделана, чтобы создать эту иллюзию правды, эту имитацию расследования, эту ложь, упакованную в красивую обертку официальных бумаг с печатями и подписями. Но правда имеет свойство всплывать на поверхность, как бы глубоко ее ни прятали, как бы тщательно не уничтожали улики, как бы жестоко не расправлялись со свидетелями, и рано или поздно найдется человек, который решит рассказать то, что знает, который не побоится последствий, который поставит правду выше собственной безопасности, и тогда вся эта конструкция лжи рухнет, как карточный домик. И те, кто считал себя неприкасаемыми, кто думал, что власть и деньги защитят их от ответственности, окажутся перед судом, может быть, не перед судом людей, но перед судом истории, перед судом совести, перед судом памяти тех, кто погиб от их рук и чьи имена навсегда останутся в списке жертв режима, который пожирал своих собственных детей, когда они становились неудобными, когда они знали слишком много, когда они переставали быть полезными и превращались в угрозу. За 35 лет с момента этих трагических событий только один человек из ближайшего окружения Медета Садыркулова согласился дать развернутое интервью перед камерой. И этот человек Алмаз Токтагулов, бывший заместитель руководителя президентской администрации, который работал плечом к плечу с Медетом последние 3 года его жизни, который был свидетелем всех закулисных игр, всех интриг, всех предательств, и который чудом остался жив после того, как началась зачистка неугодных свидетелей. Алмаз согласился встретиться с нами в Стамбуле, куда он эмигрировал сразу после апрельской революции 2010 года, когда режим Бакиева пал, и многие его соратники бежали из страны, спасая свои жизни, и сейчас, сидя в небольшом кафе на берегу Босфора, этот седой мужчина с усталыми глазами рассказывает историю, которую скрывал 15 лет. Историю о последних днях Медета Садыркулова, о том, что он знал, о том, чего боялся, о том, что пытался предотвратить, но не успел. Алмаз вспоминает, что за 3 недели до трагедии Медет пришел к нему домой поздно вечером, около 11 часов, без предупреждения, без охраны, один, и это было очень странно, потому что человек его уровня никогда не передвигался по городу без сопровождения, без водителя, без телохранителей, и Медет выглядел измученным, напряженным, постаревшим на 10 лет за последний месяц, и первое, что он сказал, войдя в квартиру Алмаз: «Я пришел попрощаться, потому что чувствую, мне осталось недолго, они уже приняли решение, и я ничего не могу сделать, чтобы изменить его». Алмаз пытался успокоить друга, говорил, что это паранойя, что никто не посмеет тронуть руководителя президентской администрации, что это политическое самоубийство для любого, кто решится на такой шаг. Но Медет только грустно улыбнулся и сказал: «Ты не понимаешь, как работает эта система. Она пожирает всех, кто становится неудобным,
И неважно, какую должность ты занимаешь, если ты знаешь слишком много, если ты можешь рассказать то, что должно остаться в тени, ты уже мертв, просто еще не знаешь об этом. Затем Медет достал из внутреннего кармана пиджака толстый конверт, запечатанный красным сургучом, и передал его Алмазу со словами «Здесь все, что я собрал. За последние 2 года документы о финансовых схемах, о счетах в зарубежных банках, о том, кто сколько получил от каждой крупной сделки, имена, цифры, банковские реквизиты, копии платежных поручений, все, что может доказать, что наше государство — это преступная организация, прикрывающаяся флагом и гербом». Медет попросил Алмаза хранить этот конверт в надежном месте и обнародовать его содержимое только в том случае, если с ним что-то случится, если он погибнет при подозрительных обстоятельствах, если его найдут мертвым, и тогда эти документы должны стать его местью, его последним словом, его завещанием для тех, кто останется жить в этой стране и будет бороться за справедливость. Алмаз хранил этот конверт в банковской ячейке в одном из частных банков Бишкека, и после гибели Медета он действительно планировал обнародовать документы, передать их оппозиционным СМИ, правозащитным организациям, международным журналистам, но через неделю после похорон к нему домой пришли те же люди в штатском, которые посещали суд медэксперта, и разговор был очень коротким и очень ясным. «Мы знаем, что у вас есть документы, которые передал вам Садыркулов перед смертью. Мы знаем, где вы их храните. И мы настоятельно рекомендуем вам уничтожить эти материалы и забыть о них навсегда. Потому что если они появятся в публичном пространстве, мы будем знать, кто их источник. И тогда ваша семья-жена, 2 детей, престарелая мать, окажется в очень опасной ситуации, и мы не сможем гарантировать их безопасность». Это не была прямая угроза, это было мягкое предупреждение, но Алмаз понял все без дополнительных объяснений, он знал, что эти люди не шутят, что они способны выполнить свои обещания, что его семья действительно окажется в опасности, если он не послушается, и он сделал выбор, который мучает его до сих пор, который не дает ему спать по ночам, который заставляет его просыпаться в холодном поту и думать: а что, если бы я тогда не испугался? Что если бы я обнародовал эти документы, несмотря на угрозы, может быть, тогда убийцы Медета были бы наказаны, может быть, тогда система дала бы трещину, может быть, тогда другие люди не погибли бы от рук этой машины смерти, которая работала в тени и пожирала всех неугодных? Алмаз уничтожил документы, сжег их в камине своего дома, смотрел, как бумага превращается в пепел, как исчезают цифры и имена, как растворяется в дыму последняя надежда на справедливость, и когда огонь догорел, он почувствовал, что предал память друга, что стал соучастником преступления, что его молчание — это тоже вид предательства. Может быть, не такой явный, как у Азамата, но не менее разрушительный для его собственной души. Но Алмаз оказался предусмотрительным человеком. Он понимал, что может наступить день, когда эти документы понадобятся, когда политическая ситуация изменится настолько, что можно будет рассказать правду без риска для жизни, и поэтому перед тем, как сжечь оригиналы, он отсканировал все страницы, сохранил их на зашифрованном жестком диске, спрятал этот диск в надежном месте за границей, и теперь, спустя 15 лет, он готов передать эти материалы независимым журналистам, правозащитникам, историкам, всем, кто готов продолжить дело Медета Садыркулова, кто не боится власти, кто ставит правду выше собственной безопасности. Среди документов, которые сохранил Алмаз, есть один особенно важный — это список, написанный рукой самого Медета Садыркулова за 2 недели до его гибели, список из 15 имен людей, которые, по его мнению, представляли угрозу для клана Бакиевых и должны были быть устранены в ближайшее время. И этот список Медет назвал «черный список-перечень» тех, кто знал слишком много, кто мог рассказать о коррупционных схемах, кто имел доказательства преступлений режима, кто мог стать свидетелем на суде, если бы власть в стране сменилась. В этом списке были имена высокопоставленных чиновников, генералов, бизнесменов, журналистов, и самое страшное имя самого Медета Садыркулова стояло под номером 3, что означало, что он был в числе приоритетных целей,
что его устранение планировалось в первую очередь, что времени у него оставалось совсем мало. Алмаз вспоминает, как Медет показал ему этот список и сказал: «Я нашел этот документ случайно, он лежал на столе у одного из помощников Максима Бакиева. Я зашел в кабинет без предупреждения, и человек не успел спрятать бумагу, и я увидел свое имя, и в этот момент понял, что игра окончена, что меня уже приговорили, что остается только ждать, когда придут исполнители». Медет пытался выяснить, кто составил этот список, кто принял решение о ликвидации 15 человек, кто подписал этот смертный приговор, и его расследование привело к выводу, который шокировал даже его. Человека, который думал, что знает все о закулисных играх власти, список был составлен не в Кыргызстане, а за его пределами, возможно, в Москве, или в одной из соседних столиц, где находились кураторы режима Бакиева, те, кто реально управлял страной, используя президента и его семью как марионеток, как инструмент для реализации своих геополитических и экономических интересов. Медет понял, что борется не просто с местными коррупционерами, не просто с кланом Бакиевых, а с гораздо более мощной силой, с системой, которая простирается далеко за пределы Кыргызстана, которая имеет ресурсы и связи на международном уровне, которая может устранить любого, кто встанет на ее пути. И никто не сможет привлечь ее к ответственности, потому что она действует в тени, через подставных лиц, через цепочки исполнителей, которые не знают, кто на самом деле отдает приказы. Когда генералы и высокопоставленные офицеры службы национальной безопасности увидели черный список, когда поняли, что их имена тоже там есть, что они тоже приговорены к устранению, они осознали, либо они действуют первыми и устраняют тех, кто составил этот список, либо они сами станут жертвами, и выбор был очевиден: нужно было спасать свои жизни, нужно было переворачивать ситуацию, нужно было наносить упреждающий удар. Именно поэтому многие из тех, кто участвовал в операции по устранению Медета Садыркулова, позже стали активными участниками апрельской революции 2010 года, когда режим Бакиева был свергнут, когда президент бежал из страны, когда его сын Максим скрылся за границей, спасаясь от ареста и суда, и эти люди не были героями революции. Они не боролись за демократию и справедливость, они просто спасали свои жизни, они устраняли угрозу, которая нависла над ними, они действовали по принципу «убей или будешь убит». И революция стала для них не актом освобождения народа, а актом самосохранения, способом избежать собственной ликвидации. Алмаз говорит, что когда он смотрит на некоторых людей, которые сейчас занимают высокие посты в Кыргызстане, которые представляют себя борцами за справедливость, защитниками народных интересов, он видит в них тех же самых людей, которые участвовали в убийстве Медета Садыркулова, которые сжигали документы в архивах, которые угрожали свидетелям, которые покрывали преступления режима, и он понимает, что в Кыргызстане не было настоящей революции. Была только смена декораций, замена одних лиц на другие, но система осталась прежней, методы остались теми же, и люди, которые умеют убивать и оставаться безнаказанными, продолжают управлять страной. Только теперь под другими лозунгами, под другими флагами, с другой риторикой, но с той же сущностью, с той же готовностью устранять неугодных, с той же уверенностью в собственной безнаказанности. Существует еще одна деталь в истории гибели Медета Садыркулова, которая объясняет, почему его убийство было неизбежным, почему никакие переговоры, никакие гарантии безопасности, никакие попытки договориться не могли спасти его жизнь. И эта деталь связана с предательством на самом высоком уровне, с человеком, которого Медет считал своим другом, своим союзником, человеком, на которого можно положиться в самой критической ситуации. Этим человеком был Азамат, о котором мы уже говорили, но теперь Алмаз раскрывает детали, которые показывают истинный масштаб этого предательства, его циничность, его хладнокровие, его абсолютную беспринципность. Оказывается, Азамат не просто передал информацию о планах Медета спецслужбам, не просто помог организовать ловушку, он сделал гораздо больше. Он активно участвовал в разработке плана ликвидации, предлагал варианты, как лучше инсценировать несчастный случай, как избежать подозрений, как нейтрализовать возможные утечки информации, и более того,
Именно Азамат настоял на том, чтобы операция была проведена именно 24 марта. Именно на том участке дороги, именно в то время, когда меньше всего свидетелей, когда больше всего шансов, что все пройдет гладко. Азамат знал маршрут, по которому поедет Медет, знал, что в машине не будет дополнительной охраны, знал, что водитель профессионал, но не сможет справиться с ситуацией, если автомобиль потеряет управление на высокой скорости, и всю эту информацию он передал исполнителям, фактически став соавтором убийства, архитектором преступления, человеком, без которого операция не могла бы быть проведена так чисто, так профессионально, так безупречно с точки зрения конспирации. И самое циничное после гибели Медета именно Азамат произнес речь на его похоронах, говорил о том, какой это был замечательный человек, какой профессионал, какой патриот, как его будет не хватать стране, и стоял у гроба с траурным лицом, и утирал слезы, и обнимал вдову, и клялся, что сделает все возможное, чтобы найти виновных в этой трагедии. И никто из присутствующих не знал, что этот человек — главный виновник, что его слезы — фальшивка, что его клятвы — ложь, что он убил своего друга и теперь играет роль скорбящего соратника. И эта игра удалась, потому что Азамат получил то, что хотел. Он остался жив, сохранил должность, получил повышение, стал одним из ключевых фигур в новой администрации после революции 2010 года и до сих пор занимает высокий пост, пользуется уважением, считается опытным государственным деятелем, и никто не знает, что его карьера построена на крови, на предательстве, на убийстве человека, который доверял ему безгранично. Алмаз рассказывает, что после революции 2010 года он несколько раз встречался с Азаматом, пытался намекнуть, что знает о его роли в гибели Медета, пытался вызвать хоть какое-то раскаяние, хоть какое-то признание вины. Но Азамат оставался абсолютно спокойным, невозмутимым, даже циничным. И однажды, когда они остались наедине, Азамат сказал фразу, которая шокировала Алмаза своей откровенностью. Медет был хорошим человеком, но он не понимал правил игры. Он думал, что можно быть честным в системе, которая построена на лжи. Он думал, что можно сохранить совесть, работая в окружении людей без совести, и это было его главной ошибкой. Ошибкой, которая стоила ему жизни, и я не виноват в том, что он не смог адаптироваться, не смог понять, что выживают только те, кто готов предать, кто готов убить, кто готов переступить через любые моральные принципы ради сохранения власти и денег. Алмаз спросил: «И ты можешь спать спокойно, зная, что убил своего друга?» И Азамат ответил: «Я сплю прекрасно, потому что понимаю, если бы я не сделал этого, на моем месте был бы кто-то другой, и результат был бы тот же, Медет все равно погиб бы, потому что его судьба была решена на уровне, где мы с тобой ничего не решаем, где наше мнение никого не интересует, где люди — это просто фигуры на шахматной доске, которые двигают те, кто сидит в тени и управляет игрой». Эти слова показывают, насколько глубоко укоренилась в сознании людей, работающих в системе власти, идея о том, что человеческая жизнь не имеет ценности, что мораль — это роскошь, которую не могут себе позволить те, кто хочет выжить и преуспеть, что предательство — это не порок, а необходимость, способ адаптации к реальности, где правят сила, деньги и безжалостность. И пока эта идея доминирует в головах тех, кто принимает решения, пока система поощряет предателей и наказывает честных людей, пока убийцы получают награды, а жертвы забываются, ничего не изменится, и история будет повторяться снова и снова, и новые Медеты будут гибнуть от рук новых Азаматов, и их семьи будут требовать справедливости, которая никогда не придет, потому что справедливость в такой системе — это иллюзия, красивая сказка для наивных людей, которые еще верят в то, что правда может победить ложь, что добро может победить зло, что рано или поздно убийцы понесут наказание. После падения режима Бакиева в апреле 2010 года, когда новая власть пришла к управлению страной, семья Медета Садыркулова надеялась, что дело о его гибели будет пересмотрено, что появятся новые следователи, не связанные с прежней системой, что будет проведено независимое расследование, которое установит истину и накажет виновных. Но эти надежды не оправдались,
потому что новая власть оказалась не менее заинтересованной в сокрытии правды, чем старая. Ведь многие люди, которые пришли в новое правительство, сами были частью системы при Бакиеве, сами участвовали в коррупционных схемах, сами имели скелеты в шкафу. И расследование гибели Садыркулова могло вскрыть такие факты, которые компрометировали бы не только старый режим, но и новых правителей. Поэтому дело было тихо закрыто, официальная версия о дорожно-транспортном происшествии осталась неизменной, семье отказали в пересмотре, сославшись на отсутствие новых доказательств, на истечение сроков давности, на процессуальные формальности, и вдова Медета, его дети, его престарелая мать так и не получили ответов на свои вопросы, так и не узнали, кто убил их мужа, отца, сына, так и не увидели, как виновные предстали перед судом и получили заслуженное наказание. Они продолжают жить с этой болью, с этой несправедливостью, с этим грузом неразрешенных вопросов. И каждый год, 24 марта, они приезжают на место трагедии, ставят цветы, зажигают свечи, читают молитвы, и каждый год задают один и тот же вопрос — небу, земле, Богу, почему убийцы на свободе, почему предатели процветают, почему система защищает преступников и игнорирует жертв, почему в этой стране невозможно добиться справедливости, если ты не имеешь власти, денег, связей в правоохранительных органах. Прошло 15 лет с момента гибели Медета Садыркулова, и за эти годы Кыргызстан пережил еще одну революцию в 2020 году. Еще одну смену власти, еще одни обещания о борьбе с коррупцией, о наказании виновных, о построении справедливого общества, но ничего не изменилось по существу, потому что люди, которые пришли к власти, используют те же методы, что и их предшественники. Они также лгут, также воруют, также устраняют неугодных, только делают это более осторожно, более изощренно, более профессионально, научившись на ошибках прошлых режимов. Экспертиза номер 184 до сих пор хранится в архиве, доказывая, что Медет Садыркулов был убит, что его смерть — это не несчастный случай, а преднамеренное преступление. Но этот документ так и остается пыльной бумагой, которую никто не хочет поднимать, потому что за ней стоят имена, которые до сих пор влиятельны, потому что за ней стоят тайны, которые могут разрушить карьеры многих нынешних чиновников, потому что за ней стоит правда, которая слишком опасна для системы, построенной на лжи. Члены группы «Барс», которые участвовали в операции по ликвидации Медета, до сих пор живы, некоторые из них продолжают служить в спецслужбах, некоторые ушли на пенсию с почестями и наградами, некоторые открыли свой бизнес на деньги, полученные за молчание, и все они спят спокойно, потому что знают, система защитит их, закон молчания работает, и никто не посмеет нарушить его, потому что цена нарушения — смерть. И не только твоя собственная, но и твоих близких, твоих детей, твоих родителей, всех, кого ты любишь, и кого можно использовать как рычаг давления. Азамат, главный предатель, архитектор убийства своего друга, до сих пор занимает высокий пост в государственных структурах Кыргызстана, его имя регулярно появляется в новостях, его фотографии публикуются в газетах, он выступает на конференциях, дает интервью, рассуждает о демократии и верховенстве закона, и никто из журналистов не задает ему вопрос: «Господин Азамат, правда ли, что вы участвовали в убийстве Медета Садыркулова? Правда ли, что вы предали своего друга? Правда ли, что ваша карьера построена на крови?» Потому что все знают, такой вопрос означает конец карьеры для журналиста, означает проблемы для редакции, означает возможные угрозы, давление, преследование. И никто не готов рисковать ради правды, которая все равно не изменит ничего, потому что система сильнее отдельных людей, система защищает своих, система наказывает тех, кто пытается ее разрушить. Азамат живет в роскошном особняке в престижном районе Бишкека, ездит на дорогих автомобилях, отдыхает на курортах Европы и Азии, его дети учатся в лучших университетах мира, и все это богатство, весь этот комфорт, вся эта благополучная жизнь построены на фундаменте из лжи, предательства и убийства. И Азамат прекрасно это понимает. Но это не мешает ему спать спокойно, не мешает ему смотреть в зеркало по утрам, не мешает ему улыбаться на публике и произносить красивые речи о патриотизме и служении народу. Потому что для таких людей, как Азамат, мораль — это пустой звук.
совесть — это слабость, а раскаяние — это роскошь, которую они не могут себе позволить, потому что раскаяние означает признание вины, а признание вины означает наказание, а наказание они боятся больше всего на свете, больше, чем Бога, больше, чем суда истории, больше, чем проклятий тех, кого они предали и убили. Что же случилось с теми, кто остался после трагедии 24 марта 2009 года? С теми, кто был связан с Медетом Садыркуловым, кто работал с ним, кто дружил с ним, кто любил его. Его вдова так и не вышла замуж повторно. Она посвятила свою жизнь воспитанию детей и сохранению памяти о муже. Она написала книгу о нем, собрала фотографии, документы, письма, создала небольшой домашний музей, куда приходят те немногие люди, которые помнят Медета и хотят отдать дань уважения его памяти. Его дети выросли, получили образование, уехали за границу, потому что в Кыргызстане они чувствовали себя изгоями, детьми человека, о котором нельзя говорить вслух, чье имя стало табу в официальных кругах, и они построили свою жизнь вдали от родины. Но боль утраты, боль несправедливости, боль от того, что убийцы их отца так и не понесли наказания, осталась с ними навсегда. И они передадут эту боль своим детям, и те передадут своим. И так из поколения в поколение будет передаваться память о человеке, который был убит за то, что знал слишком много, за то, что не смог молчать, за то, что пытался бороться с системой, которая оказалась сильнее его. Алмаз Токтагулов, который сохранил копии документов Медета, до сих пор живет в Стамбуле, работает консультантом в одной из международных организаций, и каждый день он думает о том, что должен обнародовать эти материалы, что должен рассказать правду, что должен выполнить обещание, данное другу 15 лет назад. Но каждый день он откладывает это решение, потому что боится последствий, боится за свою семью, боится того, что его голос утонет в шуме информационного пространства, что документы будут объявлены фальшивкой, что его самого обвинят в клевете, в работе на иностранные спецслужбы, в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. И эта борьба между долгом и страхом разрывает его изнутри, не дает покоя, превращает жизнь в постоянное мучение, в бесконечный внутренний суд, где он одновременно и обвиняемый, и судья, и приговор всегда один виновен в трусости, виновен в предательстве памяти друга, виновен в том, что молчит, когда должен кричать. Эрлан, бывший член группы «Барс», который установил устройство в автомобиль Садыркулова, уехал из Кыргызстана сразу после революции 2010 года. Сменил имя, получил новые документы, начал новую жизнь в одной из стран Европы, но прошлое преследует его, не отпускает, является в кошмарах каждую ночь, и он видит горящий автомобиль, слышит крики людей, которые сгорают заживо, чувствует запах горелой плоти и просыпается в холодном поту и понимает, что никогда не сможет избавиться от этих воспоминаний, что они будут с ним до конца дней, что это его наказание, его личный ад, который он создал своими собственными руками. Эрлан пытался найти утешение в религии, ходил в церковь, исповедовался священнику, но слова отпущения грехов не приносили облегчения, потому что он понимал, некоторые грехи слишком тяжелы, чтобы их можно было простить. Некоторые преступления слишком чудовищны, чтобы их можно было искупить молитвами и раскаянием. И убийство невинного человека, сожжение его заживо — это именно такое преступление, которое навсегда остается на совести, которое не смывается ни временем, ни слезами, ни попытками загладить вину добрыми делами. Доктор Бакыт, судмедэксперт, который был вынужден переписать заключение под давлением спецслужб, тоже уехал из страны, живет в России, работает в обычной больнице, и каждый раз, когда ему приходится проводить вскрытие, он вспоминает то вскрытие, которое изменило его жизнь, которое заставило его предать профессиональную клятву, которая превратила его из честного специалиста в соучастника преступления. И эта память не дает ему покоя, заставляет сомневаться в правильности выбранного пути, задаваться вопросом «а что, если бы я тогда не испугался?» Что если бы я написал правду в заключении, несмотря на угрозы? Может быть, тогда убийцы были бы наказаны? Может быть, тогда справедливость восторжествовала? Может быть, тогда я мог бы смотреть на себя в зеркало без стыда и отвращения?
Все эти люди — жертвы и палачи, свидетели и соучастники, те, кто молчал, и те, кто пытался говорить, связаны одной трагедией, одним преступлением, которое изменило их жизни, которое разделило их судьбы на «до» и «после», которое показало им истинное лицо системы, в которой они жили и работали, системы, где человеческая жизнь не имеет ценности, где правда — это товар, который можно купить и продать, где справедливость — это иллюзия для наивных, а власть — это право убивать безнаказанно. И самое страшное, эта система продолжает существовать. Она не исчезла с падением режима Бакиева, она не изменилась после революций и смены власти. Она просто адаптировалась, научилась быть более осторожной, более изощренной, более эффективной в сокрытии своих преступлений. И новые медеты продолжают гибнуть, новые семьи продолжают требовать справедливости, новые документы продолжают исчезать из архивов, и все повторяется снова и снова, как в дурном сне, из которого невозможно проснуться, как в замкнутом круге, из которого нет выхода, как в ловушке, которую создали сами люди и в которой теперь задыхаются, не находя пути к свободе, к правде, к справедливости. Но остается вопрос, который не дает покоя всем, кто изучает это дело, кто пытается понять логику произошедшего, кто ищет смысл в этой трагедии. А что, если Медет Садыркулов действительно собирался передать секретную информацию иностранным спецслужбам? Что, если он действительно планировал бежать из страны и просить политического убежища? Что, если он действительно представлял угрозу национальной безопасности, как утверждали те, кто отдавал приказ на его ликвидацию? Меняет ли это что-то? Оправдывает ли это его убийство? Делает ли это преступление менее чудовищным? Или правда в том, что в системе, где власть построена на коррупции и лжи, где государственные интересы подменены интересами узкой группы людей, которые грабят страну и прячут награбленное в зарубежных банках, понятие «национальная безопасность» теряет смысл, превращается в инструмент для устранения неугодных, в оправдание для любых преступлений, совершаемых теми, кто у власти. И, может быть, настоящими предателями были не те, кто пытался рассказать правду о коррупции и преступлениях режима, а те, кто эту правду скрывал, кто убивал свидетелей, кто уничтожал доказательства, кто превратил государственный аппарат в преступную организацию, прикрывающуюся флагом и гербом. Эти вопросы остаются открытыми, и каждый, кто слышит эту историю, должен сам найти на них ответы, должен сам решить, на чьей стороне правда, кто герой, а кто злодей, кто жертва, а кто палач. Потому что история не дает однозначных ответов, она только задает вопросы, и от того, как мы на них ответим, зависит наше будущее, будущее наших детей, будущее страны, в которой мы живем. Уважаемые зрители, если вы досмотрели эту трагическую историю до конца, напишите в комментариях, из какого вы города. Нам важно знать, где Медета Садыркулова до сих пор помнят. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить правду об идолах истории.